Иван Викторович, у вас есть вопросы? Нет, у меня Представитель Верховного Суда. Тилек Алмазбекович, у вас есть вопросы? У меня нет вопросов. Самат Хаштабекович, у вас есть вопросы к У представителю? меня нет вопросов. Уважаемые судьи, у вас есть вопросы к представителю Верховного Суда? Да, пожалуйста. Маргарита Насырхановна, вот вы, когда говорили в отношении реабилитирующих оснований и так далее, вы в качестве альтернативы привели процедуру реабилитации, да? Что в случае, если есть необходимость реабилитации, то следствие продолжается. А кто решает этот вопрос, что нужна реабилитация? Там, когда речь идет о том, что рассматривается вопрос в отношении других лиц, там понятно, следователи. А насчет реабилитации? Правопреемники. Там же я указала правопреемники. Если, допустим, человек умер, естественно, он уже себя сам не может защитить. Если правопреемники считают, что он невиновен, то есть они имеют право не согласиться с тем, что если он умер, то подлежит прекращению, то следствие продолжается и его виновность будет снята. И то есть в таком случае... У меня к вам вопрос. Вот что касается законодательства о страховании, то, что вы сказали. Вы, вообще Верховный суд считает, что вот такая форма, да, то есть вот то, что вы перечислили, да, возможные варианты продолжения разбирательства, судебного разбирательства, их достаточными и которые полноценно разрешают вот все ситуации, возможные правовые ситуации, связанные вот с этим. Если вот сопоставить 3 кодекса, вот именно, да. И в том числе Уголовно-процессуальный кодекс, то конечно же, если во главе поставить Конституцию, то все-таки... По-другому нельзя. Да. Конституция всегда стоит. Имеется в виду, я сейчас хочу вот именно с точки зрения. И когда мы готовили, скажем, нашу позицию, исходили из этого, все-таки для этого нужен приговор суда. А вот если обратить внимание на статью, мне кажется, вот все-таки вот эти все вопросы... Я вам еще некоторые обстоятельства скажу, чтобы вы приняли во внимание, да, эти вещи. Я почему сказал, достаточно ли правовое регулирование, да, вот в данном вопросе. Давайте исходить из того факта, что случилось. Сейчас у нас конкретная норма контроля идет, да, то есть у нас связан с конкретными обстоятельствами дела. ДТП, как правило, да, оно совершается при вообще умысле или это все-таки относится к преступлениям по неосторожности? Неосторожность. Человек, он может, да. Если он даже виноват, если он даже в результате его действий были нарушены правила дорожного движения, которые привели вот к тем трагическим последствиям, которые случились, да, тем не менее присутствует умысел вот того же вот военнослужащего для того, чтобы, ну, скажем, вот случились вот эти последствия его действий. Ну, наверное, в каждом конкретном случае надо разобраться, насколько и вот это смотрите, был неосторожный и насколько это вот был именно. умысел. Теперь дальше. Вот мы говорим только, если необходимость есть реабилитации. Если есть необходимость реабилитации. А если вообще, что результаты вот подобных решений следственными органами, они влекут за собой последствия, не только связанные с необходимостью реабилитации. Вы допускаете вообще такие случаи, в том числе связанные с выплатой там, страховых в данном случае правопреемники почему не обратились за реабилитацией? Вот, допустим, если, например, для этого все процессуальные нормы же допускают, а почему они не они почему согласились на том, что дело завершается? Хорошо, давайте по-другому поставим вопрос. Я не зря задал вопрос вообще дорожно-транспортные происшествия. И вы сказали, что это преступления, которые совершаются по неосторожности. Изначально человек, если даже нарушил правила дорожного движения, он не имеет умысла специально это сделать.
Если такой умысел был, то он бы квалифицировался совершенно иначе, да, скажем так. Да, другое, да, то есть в зависимости от последствий, которые случились, да. А вот в данном случае, да, и как бы не видят, то есть в совокупности 3 кодексов, как вы сказали, да, 3 законодательств, разрешается ли вообще вот эта ситуация вообще? Ну вот, наверное, для этого и была, скажем, предусмотрена норма реабилитации. Именно поэтому, мне кажется... Ну, хорошо, реабилитация решает все проблемы, которые могут быть обусловлены вот подобными ситуациями по поводу наступления страхового случая. Я думаю, только реабилитация. Ну, я думаю, да. Если, допустим, его, если признают невиновным, то есть там ну, же... признали его виновным. Признали, скажем, его виновным, да, он нарушил правила дорожного движения. Но мы при этом знаем, что он этого, в общем-то, и не хотел, потому что... Но, тем не менее, он же не оправдан, он признан виновным. Нет. Ну, фактически-то, если бы он не умер бы, да, наверное, был бы обвинительный приговор. Мы предполагаем это. Но поскольку он умер и наказывать некого, прекратили. Но если вы меня не совсем поняли. Наступление страхового случая, вот как там определяется, да, совершил общественно опасное деяние. Совершение общественно опасного деяния – это определение преступления, да, скажем так. И в любом случае, умышленно, по неосторожности, это уже значения не имеет. Это в любом случае является общественно опасным деянием. Вот в этом случае вот позиция Верховного суда. Достаточно ли, скажем, вот даже признание виновности, скажем, по неосторожности, виновности в преступлении по неосторожности и взаимосвязь с наступлением страхового случая? Нет, уважаемый суд, я хочу понять ваш вопрос, смысл, что для отказа в страховом случае, то есть достаточно ли того, что вот именно вот такой случай случился, да? Я считаю, что достаточно. Все, вот все, что хотели сказать. Хорошо, есть еще вопросы, да? Пожалуйста. Уважаемый Маргарита Насырхановна, вы отметили, что согласно требованиям статьи 26 Уголовно-процессуального кодекса, производство по делу подлежит прекращению в отношении умершего к моменту осуществления уголовного суда производства, за исключением, да, случаев, когда производство по делу необходимо для реабилитации умершего, да, или расследования дела в отношении других лиц. Данное основание не относится к реабилитирующим основаниям, аналогичная норма предусмотрена также статьей действующего УПК, да. В таком случае получается, что следователь, он не имеет права прекращать, а должен направлять дело в суд, правильно? Я так понимаю. Нет, почему? Это же там же есть правопреемники. Нет, правопреемники, если вы говорите, не всегда не обращаются, правильно? Ну да. Не всегда обращаются, не все грамотные. Ну, в данном следователь наверняка в своем постановлении этот пункт не выделяет, что, я не знаю, не могу утверждать, я так понимаю, так, поскольку, значит, правопреемники не всегда, вот в нашем случае тоже не обратились, когда нужно было. То есть дело прекращается, а следователь, зная эту норму, почему не направляет в суд? Так я хотел спросить. Ну, это все-таки, наверное, право правопреемника, если они согласились с этим постановлением следователя, если они не обжаловали. Не оказалось, допустим, да не смогли, да, вот и в данном случае, вот в этом случае, они не обратились никак, да, и никто не был в таком плане осведомлен. То есть дело в любом случае прекращается, если нет к тому моменту обращения, да, получается? У следователя же нет оснований дальше его реабилитировать или дальше продолжать расследование. Нет, тут же в законе сказано, что, значит, кроме случаев, то есть дело прекращается, кроме случаев таких-то. То есть только при наличии обращения, заявления правопреемника, да? Да. Все понятно, спасибо. Хорошо, есть еще вопрос? Присаживайтесь. Вот можно еще один момент отметить, вернее. Вот 451 статья Уголовно-процессуального кодекса, 5-я часть. Там перечислены основания возобновления производства по делу, и это вновь открывшиеся обстоятельства, новые обстоятельства.
И вот здесь вот 5-я часть. Обстоятельства перечисленные в настоящей статье, 451 статьи УПК, могут быть установлены помимо приговора определением, постановлением суда, постановлениями прокурора, следователя о прекращении дела за истечением срока давности, вследствие акта амнистии или помилования в связи со смертью обвиняемого или недостижением лицом возраста, с которого наступает уголовная ответственность. То есть, мне кажется, вот именно вот это наличие вот этой, ну, скажем, оговорки, вот этой 5-й части, может и привело к тому, что в АПК немножко по-другому предусмотрено, а в Гражданским процессуальным кодексом по-другому предусмотрено. Хотя здесь как бы по логике вещей это должно быть одинаковый подход, как бы, подход должен был быть. Может быть, но здесь все-таки, учитывая то, что здесь уголовно-процессуальный кодекс, наверное, здесь обстоятельства немножко другие были. Ясно, хорошо. Хотела обратить на это внимание. Спасибо.